Здравствуйте! Политика формирует будущее наших стран, законы и общественные нормы. Но почему-то в 21 веке женщины по-прежнему недостаточно предоставлены во власти. В этом уроке мы разберем, почему гендерное равенство и социальная инклюзия в политике критически важно, какие существуют барьеры и как можно изменить ситуацию. Согласно политической теории пропорционального представительства, состав парламента или любого другого органа власти должны отражать демографическую структуру общества. Это означает, что каждая группа населения должна быть представлена в органах власти в соответствии со своей долей в обществе. Если женщины составляют 50% населения, то они должны занимать 50% мест в парламенте. Этнические меньшинства и люди с инвалидностью также должны быть представлены пропорционально их численности, чтобы законы и государственная политика учитывали интересы всех граждан. Такой подход способствует справедливости, инклюзивности и демократическому равенству, а также помогает формировать политику, отражающую реальные потребности общества. Все очень просто. Чем больше определенная группа представлена в обществе, тем соразмернее она должна быть представлена в политике, иначе ее интересы будут ущемлены. Демократия должна отражать всех, а не только привилегированные группы. Что мы имеем в реальности? В Кыргызстане население составляет более 7 миллионов человек. И хоть соотношение женщин и мужчин близкое, все же в нашей стране проживает больше женщин. Кроме того, более 213 тысяч человек населения – это люди с инвалидностью. Также в Кыргызстане проживают представители более 100 национальностей. Отражает ли такую демографическую картину наш парламент или любые другие органы власти? Думаю, ответ очевиден – нет. В 2005 году в Кыргызстане не было ни одной женщины-депутатки в Джогурку Кенеши. С 2008 года в Кыргызстане действует закон о государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин, согласно которому в кадровом составе служащих госорганов и органов местного самоуправления не должны преобладать служащие одного пола. Там отмечено, что система квотирования устанавливается из расчета не более 70% кадрового состава одного пола. Однако с тех пор никогда в парламенте Кыргызстана не было 30% представленности женщин-депутаток. Также в 2011 году был принят конституционный закон, регулирующий выборы президента и членов парламента страны. В 2021 году закон обновили с учетом практичных реалий, которые мешали повышению женской предоставленности в политике. Гендерные квоты иногда называют позитивной гендерной дискриминацией. Почему? Квота в 30% основана на международных исследованиях, согласно которым именно такой уровень участия позволяет представителям недопредставленного пола реально влиять на принятие решений, а не быть символическим присутствием, и рассматривается как важный шаг к достижению паритетного 50 на 50 представительства. Гендерные квоты – это инструмент, который помогает устранить системные неравенства. Идеальный вариант – это общество, где квоты больше не нужны, потому что участие женщин в политике стало нормой. Пока такая норма не закрепится в обществе и на практике, гендерные квоты помогают обеспечивать минимальный порог представленности. Так, в 2024 году в Кыргызстане произошло историческое событие. Женщины составили 42% от общего числа избранных депутаток местных кенешей, что стало значимым шагом вперед в укреплении их роли в политической жизни страны. Этот значительный успех является результатом последовательной государственной политики, работы гражданского общества и партнеров по развитию. Совместная работа по поддержке участия женщин в выборах и введение законодательных квот дали свои плоды. Почему участие женщин в политике важно? Более справедливые и сбалансированные решения женщины привносят разнообразие взглядов. Учитывая интересы всех групп общества, особенно вопросов здравоохранения, образования и социальной политики, поскольку они преобладают в этих сферах, а значит имеют большой опыт. Снижение уровня коррупции. Исследования показывают, что страны с высоким представительством женщин в органах власти имеют более прозрачное управление и меньше случаев коррупции. Экономический и социальный прогресс. Гендерное равенство в политике способствует устойчивому развитию, росту экономики и повышению качества жизни всех граждан. Равное участие мужчин и женщин в принятии решений – это залог сильного и демократического общества. К сожалению, данные неутешительны. Согласно прогнозам ООН, мы сможем достичь равной представленности женщин и мужчин в парламентах мира только в 2063 году при условии постоянной работы. Что нужно сделать, чтобы увеличить представленность женщин?
развитие лидерства, образовательные программы для женщин, готовящихся к участию в выборах в политических управлениях, поддержка гендерных реформ, разрабатывать законы и стратегии по увеличению женского представительства в политике, включая гендерные квоты, борьба с дискриминацией и насилием, создание безопасной среды для женщин-политиков, защищая их от давления, дискриминации и политического насилия. Важно отметить, что борьба с дискриминацией и насилием в политике – ключевой шаг к созданию безопасной и инклюзивной среды для женщин-политиков в Кыргызстане. Несмотря на наличие законодательных гарантий равных прав, на практике женщины, участвующие в политической жизни страны, сталкиваются с различными формами насилия и давления. Электоральное насилие – это любые акты или угрозы применения давления, запугивания или физического вреда, совершаемого с целью повлиять на избирательный процесс. Такое насилие может использоваться для того, чтобы задержать, сорвать или подорвать выборы, а также повлиять на их исход. Например, на определение победителей или результаты выборов. В Кыргызстане женщины-политики открыто заявляют о подобных формах давления. Согласно исследованию, около 19% опрошенных женщин сталкивались с психологическим насилием, сексистскими комментариями и запугиваниями и дискриминацией, особенно во время избирательных кампаний. Создание безопасной среды для женщин в политике требует признания существования электорального насилия, разработки механизмов его предупреждения, обеспечивая правовой защиты пострадавших. Это важно не только для гендерного равенства, но и для укрепления демократии в стране. Вопросы. Какой принцип лежит в основе теории пропорционального правительства в политике? А. Состав парламента или органа власти должен отражать демографическую структуру общества. Политики должны участвовать только наиболее квалифицированные люди, независимо от пола. Политика – это сфера, где главную роль должны играть мужчины, потому что у них больше опыта. Что такое гендерные квоты? А. Это политическая традиция, по которой каждая партия должна назначать женщин на символические должности для видимости равенства. Вариант Б. Это дискриминация мужчин в политике, запрещающая им занимать руководящие должности. В. Это инструмент, помогающий устранить системное неравенство путем установления минимального порога представленности женщин в политике. Почему участие женщин в политике важно? А. Это способствует принятию более справедливых решений, снижению уровня коррупции и устойчивому развитию. Вариант Б. Это позволяет уменьшить влияние мужчин на принятие решений. Вариант В. Это требуется только для выполнения международных требований. На экране вы видите ответы на все вопросы.